создать. Мастера ингушские на славу потрудились. И действительно, здесь есть все, что душа пожелает. Чудеса науки и техники. В этом большом актовом зале, обрамленном красным бархатом, Лере Чапановой предстоит сыграть самую ответственную роль. Реплика за репликой она превращается в императрицу, которая совсем скоро своей легкой рукой откроет новый мир знаний для сотни мальчишек и девчонок сельского поселения Мужичи – школу. Она уже точно знает, в ближайшее время эта сцена превратится в подмостки школьного театра и команды КВН. Нам открыли Дом культуры, а Новый год у нас был до ДК. А сценки мы ставили там. А раньше у нас был Новый год в коридоре. И сценки, и все это мы ставили в коридоре. А теперь можно ставить эти сценки в актовом зале. Здесь в каждой второй семье ученик новой школы. О таком большом образовательном учреждении селения только мечтали. И дело не только в современном архитектурном стиле, а в том, что сам проект предусматривает особую инфраструктуру. Специальные подъемники, лифты, оборудованные санузлы и душевые. Огромные окна, высокие потолки, просторные коридоры и классы. Увидев все это впервые, Багаудин Аушев даже оробел. Чуть-чуть. Мы учились в старой школе. Но наши родители и педагоги всячески нас поддерживали и ремонтировали нашу старую школу. Сейчас мы будем получше учиться, потому что будет больше места, будут кружки или дополнительные занятия. Возможно, кому-то, чтобы не опоздать на урок, придется пробежаться здесь из одного конца в другой 5 минут быстрым шагом. Например, от столовой до класса творческого мастерства. Его Айна Аушева украшает с особым усердием. Все эти поделки сделаны руками учеников. Еще в старом пришкольном вагончике. Оттого они еще ценнее. Наш кружок существует уже 15 лет. Все эти 15 лет мы учились в нашей старой школе. Но, тем не менее, процесс работы шел очень интенсивно, и результаты были у нас высокие, потому как у детей есть очень глубокий интерес. Работали мы непосредственно в коридоре, в рекреации. Небольшой коридорчик. Зимой бывало холодно, потому как двери хлопались. Тем не менее, процесс работы у нас не останавливался. И куда же без вечного? Имена классиков со знаменитыми цитатами. Не просто элемент дизайна. Здесь на втором этаже собрана обширная библиотека, расставлены и парты. Этот плюшевый медведь уже нашел здесь для себя место и чтиво. Так что песенка Винни-Пуха про опилки в голове точно не про него. Здесь у нас 12 тысяч учебной и художественной литературы. Благо теперь есть, и можно посидеть, почитать. Небольшой читальный зал получился. У нас была возможность пополнять библиотеку, просто негде было размещать. Эта проблема тоже теперь решена. Я думаю, это будет большое подспорье в нашей работе. На старое здание сельской школы здесь все больше смотрят со вторых и третьих этажей. Оттуда же можно увидеть вагончики, которые заменяли для школьников учебные классы и библиотеку. В каких условиях мы работали и в каких теперь будем работать. Я думаю, хотя нам жалко, что будут сносить нашу старую школу. Очень много хороших воспоминаний связано с ней. Но все равно мы очень рады новой школе. Жизнь меняется, и условия жизни тоже должны меняться. Здание, построенное в 1957 году, рассчитано на 90 мест. Однако население села с каждым годом увеличивается, и в этом образовательном учреждении сейчас обучается 290 учеников. Но все эти неудобства в скором времени останутся позади. Новая школа на 320 ученических мест для сельчан – долгожданный подарок. Здесь 15 классных кабинетов, есть оснащенный кабинет информатики, тоже, который мы очень ждали, на 25 мест. Есть огромный стадион. У нас вообще здесь не было места, где можно было заниматься спортом, и учащиеся нашей школы были вынуждены ездить в соседнее село, заниматься спортом. И вот теперь у нас такие возможности. Есть столовая прекрасная и оборудованная библиотека. И я думаю, что это во многом облегчит наш труд, и мы уже сможем давать хорошие результаты. Помогать в образовательном процессе, несомненно, будут и 2 спортивные площадки. Всесезонное покрытие на легкоатлетических дорожках и на футбольном поле. Сюда уже просматривают не только дети, но и взрослые жители развивающегося селения. Возможно, для них эта школа станет и спортивным центром на ближайшие годы.
Хотя все еще пылится строительная работа, открыть школу планируют уже на этой неделе. Ликвидация двусменного образования – вот главная цель, с которой возводятся в Ингушетии объекты образования. Шарадат Хулухоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.